3 человека погибли, 2 пострадали. Это последствия аварии, которая произошла на этом месте у села Нижний Услон в воскресенье. 16-летний подросток, двигаясь со стороны Казани, на скорости не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. За неделю до этого в Верхнеуслонском районе за рулем скутера погиб еще один подросток. И это только начало лета. Поэтому выездное заседание Республиканской комиссии по ПДД сегодня проходит здесь. Предварительно после распития спиртных напитков несовершеннолетний без спроса взял ключи автомобиля, другими словами совершил угон. И проехав 900 метров, совершил съезд в кювет и опрокинулся. 30 мая также предположительно подросток, пока, еще раз говорю, предварительное тревожное состояние. Пьяных за рулем быть не должно, тем более детей. Уже принято оперативное решение, сообщает руководство Минобра. Родители учеников должны будут сообщать в школу о наличии в семье автомобилей, скутеров и электросамокатов. Со следующей недели, с понедельника, мы запустим форму отчета о том, какое транспортное средство есть в каждой семье того или иного муниципального района, в которой дети учатся в школе в данном районе. Коллеги, возможно, этим мы привлечем внимание родителей. Спасет ли отчетность от трагедий на дорогах? Пока вопрос без ответа. Гибель детей и последующая проверка в районе вскрыла еще одну проблему. Один из школьных маршрутов пролегает через мост, на котором в прямом смысле слова нет асфальта. На заседание сегодня пригласили главу, руководителей исполкома и отделения образования. Это школьный маршрут номер 1. Нам осталось только дождаться, когда у нас автобус с детьми упадет с этого моста в реку. И мы потом будем говорить, почему же у нас опять произошло такое дорожно-транспортное происшествие, опять будем выезжать. Вы, наверное, сами тоже по каждому из школьных маршрутов проезжали? Ну, я так думаю, как человек за это ответственный. Но, получается, устраивает нас это? Ответа ни от кого из присутствующих в зале не последовало. Причем такие недостатки содержания дорог выявляются перед каждым заседанием комиссии. Так, на месте аварии с подростком за рулем в тот день не было разметки. Всего на участке инспекторы нашли 19 нарушений содержания дорог. Напомним, месяц назад в Агрызе на одной из аварийных трасс насчитали 60 недостатков. Похвально, конечно, что перед проведением комиссии некоторые недостатки они устраняются. Но они же должны устраняться в плановом порядке, а не только при проведении каких-то комиссий. Между тем, каждое третье ДТП в республике происходит на участках дорог с недочетами. И в этой ситуации ГИБДД просит не молчать о районных руководителей комиссий по безопасности и начальников местных отделов ГИБДД. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Ядинов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.